власти не только говорят, что будут принимать превентивные меры. Эти меры всегда шли, и мы сегодня говорим только о том злодеянии, которое там прошло, которое случилось в Питере. Но при этом надо понимать, что благодаря вот хорошей слаженной работе служб всех, особенно Федеральной службы безопасности, большое количество терактов предотвращено. И это вот как раз те превентивные меры, которые и были. Да, усиление на каком-то этапе, они, конечно, дадут результат, но, опять же, мы же понимаем, что в режиме усиленном и сами сотрудники полиции не могут в постоянном режиме таком напряжении работать, и общество не может это воспринимать. Да? Первую неделю, вторую неделю и жители сами Санкт-Петербурга, вообще в целом страны, где эти меры вводятся, они могут там принимать это как действие, которое связано с тем, чтобы обеспечить их уже безопасность. А потом через неделю, через две, через три для них тоже вот это напряжение тоже как бы надоедает, они начинают уже жаловаться. То есть эта критика, она тоже в обратный эффект может иметь в плане вот этих усиленных мер. Но здесь, я уверен, и наращивается эта работа, и сейчас еще больше нарастится именно составляющая на оперативную выявление, внедрение. Почему? Потому что вот эти группы, они известны. Да, после того, как это происходит, кто-то говорит, а почему не было принято мер по отношению к этим людям, да, к этим группам. Закон не позволяет им какие-то меры принять, пока, к сожалению, они не совершают какое-то преступление. Вроде бы вот они есть, вроде бы есть какие-то там предпосылки, вроде бы есть какие-то подозрения. Зацепить там, и те же правозащитники первые будут возмущаться, почему там невинных людей. Хотя доказано, что у них есть литература, есть высказывания, есть призывы. Но и не только у нас в стране, это во всем мире так. И когда уже совершено преступление, человек попался на этом преступлении, только тогда что-то там уже получается сделать с ним и отработать по нему так, как этого требует закон.